Мои дорогие, доброе утро! Ирзик Хелшин, с вами снова Лейла, и вы на канале Как-то так у Лейлы. Друзья, у меня, как видите, снова молочко. Буду пропускать молоко через сепаратор. Сметанка вот за 2-3 раза, которые мы уже как бы свежую едят, а остальное остается. Вот набрала вот такой вот бетончик такой. Буду делать масло тоже, чтобы не пропала сметанка. Пропущу молоко. Я уже утром у нас не ранее, признаюсь вам честно. Сейчас уже 10 часов. Уже успела нарвать огурцы. У меня сегодня получилось 14 килограмм маленьких. Ну и где-то 5-6, наверное, салатных. Маленькие у меня скоро придут. А салатных ей не нужно. Ну, салатных немного. У меня уже, в принципе, по-моему, почти заканчиваются малосольные. Я их малосольными посолю. Ребята очень хорошо едят. Вот так вот, друзья. С утра жарко очень. Буквально на минутку выключаю вентилятор. Уже очень бывает жарко, поэтому, наверное, буду вам снимать как-то кусочками. Вы как-то не обессудьте. И, ну что... По ходу, что я буду делать, как всегда, буду вам показывать. Сегодня еще с утра полазила в своем морозильнике, чтобы приготовить на обед ребятам. Уже знаю, что буду готовить. В принципе, не то, что знаю, я уже поставила кастрюлю варить гуся. Уже замесила тесто для галушек. И почистила картошку, поставила тоже, вот сейчас поставлю, пока будет это все у меня перекручиваться, все это будет вариться. Гусь уже почти закипает, все это я делаю на улице, потому что на печке вот я разогрела молоко, уже здесь жарко, уже невыносимо. Ну и потихонечку, наверное, весь этот процесс с вами покажу, потому что хочу с гусем сделать нашу картофельную подливу. У меня несколько раз спрашивали, хотя на канале это и есть, и еще раз спрашивали. Ну, что буду делать, то буду показывать. Конечно, вы меня простите, что я, наверное, постоянно как-то показываю одно и то же. Может быть, вам уже как-то неинтересно со мной. Но пока так. Потом, может быть, будет что-то уже и другое. Но пока вот что готовлю, то и показываю. Специально что-то показывать, готовить, по идее, у меня не кулинарный канал. Но будет и новенькое, я надеюсь, потому что все время одно и то же мы тоже не едим. И что-то я вот на этой неделе мясного по большому счету и не готовила. То у меня лепешки были, то у меня картошка, отваривала я картошку со сметаной и с творогом, то я жарила картошку как-то. Ничего мясного не готовила, поэтому сегодня хочу действительно приготовить мясное. И мясное специально сегодня, потому что действительно они поехали сегодня на ту работу, которая у них еще стоит. Вы в курсе, кто со мной давно. Стройка дома у них немножко заторможенная стояла, я вам говорила. Ну, не заторможенная, а затормозилась работа. И они вот вышли на эту работу. А когда у них более такая сложная работа, тяжелая работа у мальчиков, все-таки мне хочется их покормить посытнее, да и чтобы обязательно было мясо, чтобы у них были силы. Вот такие вот дела, друзья. Значит, я сейчас поставлю сметанку сразу же, налью молоко и молоко буду сепарировать. Но по ходу все остальное вы будете видеть. Еще и мне на уколы надо, но на уколы я сказала, чтобы они меня после обеда повезли, друзья. Вот так вот, друзья. Как у вас дела? Расскажите мне что-нибудь о себе в комментариях. Мне тоже интересно знать, что и как вы делаете. Ну вот так вот, друзья. У меня идет процесс. Молоко пропускается, как видите, и сразу же взбивается сметана в масло. Брызгается уже. Помедленнее. Так, сейчас я выключу и, наверное, вблизи покажу, как и что, может, кому-то интересно. Вот буквально несколько только раз оно прокрутилось, буквально минутки 2, наверное, и уже готово, потому что сметана, сейчас,
все, уже пахта появилась, масло уже готово, как видите. Сметана очень жирненькая. И все уже даже не стоит больше. Все, видите? Вот теперь просто нужно отжать от пахты. Так, друзья, и пока у нас варится картофель для нашей подливы, мы подготовим зажарку. Морковку с луком. Вот, значит, 3 вот такие вот морковочки. Я взяла 1 луковицу. Сейчас я ее быстро натру на терке, порежу лук и обжарю. Так, друзья, я взяла бульон с гуся и немножко его уварила, чтобы не бульон, а вернее жир с бульона. А вы можете любым маслом, ну, конечно, если топленым или сливочным делать зажарку, то она намного вкуснее, но можно и на подсолнечном масле. Ух ты, она у меня так стреляет. Вот пока бульончик выпарится, а потом уже останется жир. Мне не захотелось другое масло добавлять, потому что на бульоне гусиного жира очень много. Я газ убавила, потому что очень сильно стреляла. Сейчас стрелять уже не будет. Бульон стрелял сильно. Ну все, теперь пускай поджаривается. Дальше будем ждать, пока будет вариться пюре. Так, друзья, ну как видите, зажарка у нас почти готова. Сейчас я немножко поперчу. Черный перец. Можно и красный, но я сейчас только черный добавлю. Так, зажарка готова, даже, по-моему, пережарилась. Ну ничего. Так, я надеюсь, вентилятор мой не мешает. Если выключить вентилятор, то я не смогу ни готовить, ни снимать, это однозначно. Так, тем временем картофель тоже сварился, сейчас будем делать пюре. Так, я надеюсь, видно. Вот. Так, теперь, ну, как делать пюре, наверное, все знают, но тем не менее. Тщательно, чем лучше сделано пюре, тем подлива будет вкуснее, без комочков. Надо стараться сделать пюре, чтобы не было комочков. Конечно, наши предки делали незамысловатые как бы блюда, но они питательные, потому что, в принципе, все жители Ингушетии, горные жители, на равнинах были, конечно, тоже, но в основном горные жители. И им приходилось ходить по горам, добывать себе, наверное, еду и остальное. Я как-то не очень-то вникала в историю, но по-любому нужны были силы. И поэтому вот такие вот блюда, не то что в Ингушетии, но и на Кавказе, у людей практически, у нас у всех одинаковые блюда. И у нас даже есть такой рассказ, что вот наспор, ну сейчас просто это не в тему, конечно, не баранина у меня сейчас, а ели, поспорили, что двое, ну я, может быть, дословно неправильно говорю, заранее извиняюсь, что ели, короче, наспор нужно было съесть по барану 2 мужчинам, мясо 2 баранов отварное, и они поели это мясо. Но один успел выпить бульон за мясом, ну, после того, как поел мясо. А второй не успел, потому что там его опрокинули, что ли, этот бульон кто-то, я не знаю, специально опрокинули, но один успел выпить, второй нет. Вот кто не выпил бульон, тот умер.
А кто выпил, тот уже остался жив. Вот я не знаю, я кусочек этого помню, но что, как, не знаю, вы меня извините. Я к чему это? Потому что все наши вот взрослые, пожилые уже люди любят бульон, пьют его всегда, обязательно запивают бульоном. Вот это наше блюдо любое, потому что эта подлива делается и к говядине, и к баранине, и к курочке, и уточке, и гусю, к любому мясу. Я уже еще раз говорила, даже мне кажется, очень хорошо сочетается даже с котлетами. Вот именно макать в эту подливу котлеты мне очень нравится, бывает вкусно. И поэтому вот всегда за этим, там же еще галушки всегда бывали, кукурузные или мучные. Ну, я имею в виду раньше, и сейчас они же есть. И всегда это запивалось бульоном, поэтому переваривать было как бы легче. Вот, поэтому, друзья, ну, конечно, бульон нынешних кур не очень-то выпьешь. Я вообще не могу пить бульон от покупной курочки, если честно. Я с трудом даже готовлю на них супы или борщи, что-то, ну, уже от безвыходности только. Ничего не сравнится с домашним бульоном от домашних кур. Ну все, как видите, вроде бы нормально я все сделала. Так, теперь везде разбрызгалось масло, чайник, все. Когда выпаривалась водичка, бульончик выпаривался из жира, разбрызгалось везде масло. Так, все, зажарку добавили. Теперь я принесла заранее бульон, процедила его. И теперь добавлю сюда. И будем смотреть, какой консистенции у нас должно быть. Жидкая, если будет подлива жидкая, то она бывает невкусная. Вкуснее, когда она бывает такой, знаете, как густая сметана. Получается типа пюре, как бы супа-пюре. Еще не нарвала зелень. Купила вчера еще семена укропа, может быть, успеет еще взойти. Потому что 3-4 больших пакета сажала, купленных у разных продавцов, но не взошли, не знаю, что такое. Или из-за жары, хотя я вроде бы и поливала, но каждый день, правда, не успевала поливать. Просто ну, как не успевала. Я-то вертушку ставлю, но она, открывая этот капельный полив, я не могла уже туда как бы направить воду, потому что огурцам нужен полив больше как бы. Знаете, вот приготовив подливу, немножечко ее нужно потомить на медленном огне, там буквально 5 минут на огне. За это время подлива тоже иногда, если бульона было мало, то сгущается, как бы бывает погуще, то опять можно разбавить бульоном. И потом, например, вот поели, например, я специально делаю на 2 раза, чтобы завтра в обед тоже мне не надо было готовить. Но завтра, вот я сегодня поедим, мы поставлю в холодильник, завтра уже эта подлива будет густой. Ее надо будет обязательно тоже разбавить бульоном, чтобы было вкусно и чтобы, в принципе, даже при подогреве не прилипало к дну. Вот такие вот нюансы нашей картофельной подливы. Получается вкусно, действительно, не замысловато, ничего такого, просто попробуйте. С обычным отварным куском мяса, как я сказала, с обычной курочкой, с любым мясом, короче, попробуйте, это очень вкусно. Ну все, по-моему.
Так, ну вот, все, подлива готова. Единственное, что нужно сюда сейчас на любителя, кто не любит, не кладет, лавровый листик и зеленушку. Зелень я еще не нарвала, поэтому пока отставлю, нарву зелень, а тем временем будем делать галушки. Так, друзья, ну сейчас мы будем делать галушки. Так, можно немножко, чтобы не так шумел вентилятор, но без вентилятора вообще очень жарко в комнате. Так, сейчас я немножечко покажу вам, какие буду делать. Может быть, просто новенькие, которые не смотрели мои ролики. Тесто, как я сказала, у меня универсальное для всего, что я делаю. Манты, пельмени, вареники делаю всегда с этим тестом. Я покажу на примере этой одной лепешечки. Так, что надо положить. Так, друзья, мне позвонили мальчики, сказали, что уже едут. Хотела не показывать, как я это делаю, потому что у меня на канале много вроде бы было, но все-таки подключилась, все равно же делаю. Так, сделаем, значит, галушки. Тесто, как я сказала, у меня универсальное. Я из него делаю и пельмени, и вареники, и манты, кроме хинкали. Для хинкали, конечно, оно бывает слишком упругое, как бы крутое. Так, ну вот, друзья, нарезала вот на такие вот квадратики. И буду отваривать, как я сказала, буду отваривать под навесом, потому что здесь очень жарко. Покажу вам потом в готовом виде. Все. Так, на скорую руку быстро гусю приготовила, значит, такой салатик. Капуста, помидорчик, огурчик, зеленый лук, болгарка, зелень и растительное масло. Даже морковку не стала добавлять. Будет такой вот легкий салат к такому блюду. Все быстренько. И вот, друзья, мой обед готов. Ребята мои уже пришли. Я так быстренько вам покажу. Это гусь, галушки. Вот она, подлива. Сейчас, минуточку. Картофельная подлива. Вот так вот. Это чесночная подлива, просто раздавленный чеснок с солью и водичкой разбавленный. Ну, это салатик. И все. Вот такой вот обед у меня сегодня для мальчиков. Приходите в гости. Так, друзья, у нас уже вечер, почти 6 часов, по-моему, ну 6, может и нет, но около того, точно не могу сказать. Так, прополола вот этот вот кусочек, поэтому небольшая одышка. Здесь у меня была капуста, мы ее уже поели. Вот. Тут вот один качанчик остался. Уже хорошенький, здоровенький, видите? Ну, уже салатики можно делать и из таких цветных. Ну, не цветная, она такая сиреневая капуста. Уже вроде бы такой нормальный качанчик. Вот так. Хочу посеять укроп. Вчера я была в магазине, когда ехала с Уколов. Мне надо было купить посуду для одной моей подписчицы. Я ей и так покупала чуть раньше. Она собирает такой сервиз за этой посуды. И я как-то зашла в этот магазин сельский, чтобы купить просто для себя веник. И увидела тарелки, которые она искала из этой серии. И
Короче говоря, вернулась сюда в магазин, купила ей эти тарелки и увидела семена. Сейчас я вам покажу. Дешевые, конечно, я не знаю, что вырастет или нет. Так, положу на землю. Вот такие вот семена укропа и взяла семена редиски. Там у меня редисочка взошла, уже несколько штук я сорвала. Попозже покажу, сейчас не буду. Потому что мне надо сейчас быстренько посеять укроп и буду редактировать свой ролик, чтобы он у меня вовремя зашел. Не успеваю их вовремя запускать, заходит поздно. Вот так вот. Укроп какой-то Аврора, не знаю. Я сажала аллигатор в этом году, но вот последние посадки меня вот просто огорчают. Первый, что я посадила рано весной, взошел он у меня зонтиком. Я вот как раз мне на засолку все хватило. И на помидорчики, может быть, даже хватит. Но вот после, сколько не сажаю, он у меня не всходит. Я не знаю, что такое, что за напасть. Сейчас быстренько посеем. Ну, тут вряд ли только укропчики, наверное, мне хватит. Рядок посмотрим, куда-нибудь и редиску посажу. Вот так вот, друзья. И, по-моему, у нас, не знаю, тучки вроде бы какие-то где-то уже и гремит. Будет ли дождь или нет. Небольшой ветерочек, уже попрохладнее, конечно. Забыла название алыча. Нарвал 3 ведра алычи. 2 ведра желтые и ведро красный. Ну, ему ребята помогли, друзья. Так что надо будет варить джем, но уже не сегодня, только завтра. Так, укропчик я посеяла. Приехал с работы, вернее, не приехал, а приехали с работы. И говорит, давай пойдем пить чай. Не дают мне дальше до конца. Видите, идет рвать болгарку. Принес мне мороженое. Снимаю со спины, он не видит, что я снимаю. Он любит болгарский перец. Так, короче, посадила я все-таки вот этот вот рядочек. Я посеяла, он прикопал мне. Но осталось еще семян много и редиски. Но я сначала покормлю их. Вернее, пока кушать они не хотят, они хотят пить чай. Ну все, друзья, стоит тут у меня над душой. Без меня чай пить не хотят. Надо идти. Потом попозже посею. Но уже не в этом ролике. Надо сделать редакцию, чтобы быстрее запустить ролик. Смотрите, какой помидор огромный. Ой. И черри вкусные. Покажу вам напоследок. Хоть я этому чуть-чуть порадуюсь, только что поела. Хочешь черри? Мистер? Я. Все, пошли. Вон еще, если хочешь, там еще один куст черри.